привет! Вы на канале Ветви. Всем привет! Всем привет-привет! Сегодня у нас интересная тема. Мы сегодня собрались без гостей, только нашими ведущими, потому что решили опять-таки немножко разогреться перед гостями следующими и обсудить какие-то интересные темы. И сегодня тема нашего разговора — это общение между людьми. Как вы знакомитесь, как вы списываетесь, да, и насколько просто познакомиться в маленьком городе или все же это проще сделать в большом? Общение между людьми — странная штука, потому что мы в небольшом городе живем, и, наверное, это одновременно и проще, и сложнее. А я вот вообще иногда некоторых людей, я даже и не знаю, что такие у нас люди есть. Вот вроде как будто бы город маленький, все друг друга знают, но... Ты не знаешь, но тебя, меня все спрашивают, это что за... Ты Ваню знаешь, что? Где эти люди? Почему вы не отправляете? Все, Почему мне там Да, ты уже все. в директ ничего не присылают? А тебе в директ, вот кроме таких, еще что-нибудь приходит от неизвестных Что-нибудь людей? еще присылают? Я просто интересно. Мне интересно, как это с утра выглядит, с утренним кофе. Какого плана? Ну, не знаю, может быть, тебе там какие-то снимки присылают. Вот снимки? Нет, мне никогда, кстати, не присылали. Ничего не Серьезно? присылают? Мне Никаких не пишут фотографий? арабы, мне не пишут... Ну ладно, Турки. турки пишут, Ну, но... Что пишут? Я сразу... В смысле, они тебе на русском пишут или на своем, на это турецком? русский, который вот... Машинного перевода. Да, Translate, да, Google Translate. Поэтому, я не обращаю на такое А как они к тебе по имени обращаются? Или там что-то чего универсального? Эй, красавица. Красавица, как с тобой встретиться? Я прилететь в Якутск к тебе. Нет, вот я сразу нападаю, у меня позиция нападения. Нападение. Да, сразу. Ты сразу говоришь, это я к тебе приеду. У нас сейчас билеты подешевеют, я к тебе приеду. Подожди, у тебя стоит какая-нибудь там настройка, что там тебе не могут писать чужие Типа люди? галочка, дикпики. Ты снимаешь оттуда. Не летят. Нет, я просто, Вот прям ни читаю. разу тебе не присылали? Не, ничего не присылаю. Ваня Нет, упорствует. да, Прям да. ни разу. Ну, маленький хотя бы. Просто люди же иногда пишут, так как это социальная сеть, понятно, пишут познакомиться, пообщаться и так далее. Ну, мне кажется, это, окей, может быть, не так, чтобы супер приемлемо, но я могу понять логику таких людей. А вот, да, я тоже слышал, что девушкам иногда просто какую-то фотографию присылают ни с того ни с сего. Типа, вот смотри. Такой, окей. И что? Не, мне просто чего интересно. так? Вот просто читаешь же комментарии, вот, допустим, под выпусками, и там очень много внимания уделяется Саргалане, и Да не было такого. еще раньше Насти Гриневецкой, да, и я такой думаю, вот если они атакуют здесь, пишут там, когда Саргалана появится, пожалуйста, Саргалана там, я думаю, блин, по-любому же в социальных сетях там еще больше накала идет или что-то, вот мне вот... Или ты просто скрываешь, не хочешь? Нет, я просто сразу это пресекаю. А тебе даже вот, не забавно там, типа, Иногда мне поразгонять, бывает там, что? забавно. Вот сегодня с утра я наехала на какого-то мужика, который мне просто в директе написал. Я выложила сторис с работы вчера, и он мне ответил, надо бы шнурки постирать. И тут Саргалана выбрала насилие. Вообще, я такая, решайте проблему, бери и стирай. Что за бред? Вот тебе надо, почему нельзя промолчать про мои не белые шнурки? Вот из всех вот таких вот случаев только тебя вот этот зацепил, типа типа про что он был шнурки? сегодня? Я не знаю, нет, мне вообще все спокойно. Мне не пишут. Со мной, часто пытаются познакомиться в директе, но я так этого боюсь. Я все-таки какой-то человек, который вот за... Я бы сравнил это со живое. знакомствами в транспорте. Да, то есть в автобусе, в метро. И Да, так далее. если ко мне подойдут в метро, В на метро. улице, да, на улице и со мной познакомиться, это шанс велик того, что что-то дальше получится, какая-то встреча. Сейчас люди просто... Чем мне пишет какой-то чувак со страницы магазина сантехники, скажем, и такой... Магазин сантехники. Интеграция Я небольшая. имею, такое, как бы какая-то левая страничка, где я не вижу человека, кто мне пишет, зачем, и предлагает мне встретиться, я не... Нет, по-моему, опасные люди те, у кого ты, вот, допустим, к тебе добавляется кто-то, допустим, в друзья даже, да, ты такой...
в подписчики. Ты такой кликаешь на человека, у него на аватарке не пойми что, а внутри там нету либо фотографий, либо там одни картинки. Вообще, ты такой, да, и... блин, это кто? И там, ну, то есть там ник еще какой-нибудь, там набор просто букв, и ты такой, ну ладно, будь. Пользователь Асов Отписался от Вани. Сейчас, мне кажется, в основном люди-то только и знакомятся через социальные сети. А как на... Вот поэтому нет, мне есть тяжело. просто социальные сети, которые специально для этого созданы, которые рифмуются со словом «биндер». Вот, но я просто еще в студенчестве заметил это, и вот у своих однокурсниц спрашивал, вот представьте ситуацию, если вы в метро встретили какого-то очень красивого мужчину, который вам прям очень понравился, и он вообще из себя замечательный, он к вам подходит такой и говорит: извините, я понимаю, что знакомиться в транспорте — это вот моветон, но вы мне очень понравились и так далее, и вы видите, что это прям мужчина мечты, вы будете с ним знакомиться или нет? 90% девушек сказали: ну, классно, конечно, но нет. Я к 10%. Мне, потому что... Мне пофигу! Нет, у меня такой случай был недели 2 назад. Я за мной... Ну, это было, конечно, по-маньячески, но мужчина увидел меня на улице, он был за рулем, и он до моего дома... Ну, я дворами, и он до моего дома ехал, говорит: я кое-как вас догнал, я хочу... Кое-как догнал? Как это? Ты шла пешком, он на машине, он не мог ну, тебя он догнать? же по Ну, он дороге, плохой а водитель я дворами, и он типа... Ты там паркур покрышь. Просто ямакась. Ну вот, это меня зацепило, то, что, ну, То, что он соцсети я преследует, боюсь. Ну, значит, настойчивый. Ну вот, да, немножко... А знаешь, Ну, Лёха, видишь, смешно? а вдруг мне нравится? Ты же говоришь, типа... Нравятся Настойчив. маньяки. Да? Смотри, Илья, ты же говоришь, типа, вот, ну, там, в метро, в автобусе знакомится мувитон. Ты представляешь, как это выглядит? Ты такой в метро едешь, увидел девушку, такой: так, в метро нельзя знакомиться. Значит, Надо за ней до пойти. подъезда дойти. Надо за ней пойти и познакомиться. И ты такой в метро начинаешь идти, она это замечает, ускоряет шаг, ты такой: блин, сейчас потеряется в толпе. Это, по-моему, будет еще как-то более... Сам вывод вот этого социального вопроса, я для себя понял, что то же самое и в соцсетях, по сути дела. Девушки, скорее всего, не будут знакомиться с какими-то непонятными типами, которые пишут в директ, потому что это, ну, просто небезопасно. Не хочется, чтобы у человека противоположного пола, ну, у мужчины была вот слишком активная страница в Инстаграме. Ну, типа для женщины выкладывать фоточки — это такое обыденное дело. Ну вот, а когда мужчина слишком помешан на своей личности, мне кажется, это нет. Так, уточни, это что это? Ну, когда слишком много фотографий? Ваня недавно просто запостил, если мне память не изменяет, вторую сторис за этот год. Поэтому я думаю, в любом случае... А вот что, смотри, вот ты такая заходишь на страницу к молодому человеку, у него там 50 фотографий, ты такая: ну нет, господи, он там на себе помешан. 50 это мало. 50 тысяч фотографий. Да, вот 50 тысяч. Есть же, кстати, такие люди, у которых там типа 2000 фотографий, и они абсолютно одинаковые. Это, допустим, селфи. Это тоже... Ты листаешь и думаешь, ну, вот. Это не нормально. Но в разных местах же. А непонятно, потому что там... Если они одинаковые, ну, типа, позы, но ты в разных местах, это прикольно. Ты видишь, что это не челлендж. Это совсем не челлендж. Поэтому... Ну, вам же тоже пишут девочки? Нет. Мне нет. Молодые люди лет 18-19, ну, мы-то постарше, вы постарше будете, они более раскрепощенные, чем взрослые. Да ладно. Серьезно. В плане социальных сетей? В плане знакомства на улице. Вот мне посчастливилось с моими щечками выглядеть чуть моложе своего возраста, и ко мне очень часто подходят мальчики, вот 19-летние, и знакомятся. Ну, это же видно, что... Да, вот это не надо, видно, сколько лет. Сейчас по людям вообще непонятно, сколько им лет. Ты такой смотришь, 15, его там уже за 20 далеко. Ему 45. Да, или там смотришь, очень плохо выглядит человек, а ему еще 17 нет. Вот как ты понимала, что им 19? Ну,
Ну, вообще. Привет, меня зовут Стас, мне 19. Типа так. Как вжился-то в роль. Да, типа того. Роль Стаса. Роль Стаса. Всегда хотел быть Стасом. Тайное мечта Вани. Быть не Ваней. Блин, мне кто-то названивает, это какой-то городской телефон. Ну, Можно возьми. я быстренько? Здравствуйте. 7-го. Так, подожди, сейчас, секунду. Сейчас. 8-го. Сейчас, секунду. 9-го. 10-го. 11-го, 12-го. Я сейчас добегу до 2-го этажа, подождите. Если я не разговариваю и не улыбаюсь, все думают, что я какая-то стерва и боятся, мне кажется. Ну, это как все думают, что мы с Ваней высокомерные. Нет, это на тебя так думают. Нет, Ваня, мы вот как бы обсуждали тут и выяснилось, что не только Что про ты меня тоже так мразь, думают. Да, что все думают, да он какой-то же какой-то вообще надменный, какой-то мерзкий чувак. Я один день ходила в Петербурге в тренажерку, и там, да, со мной прям, ну, то есть... Там налетели, как коршуны, Ну, не налетели, спикировали. Они какие-то более открытые, спокойные. Кто они, без, мужчины? Или да кто все. с тобой? Ну, а как с какой целью с тобой пытались там познакомиться? Типа там... Ну, не спросить, научить их делать присед, конечно. Ну да, ну то есть к Хотя тебе... всякое бывает. В смысле, к тебе подходили сотрудники и там говорили: привет, ты у нас первый раз. Здравствуйте, документики предъявить Документики, можешь? Я к тому, что в Петербурге люди более раскрепощенные на общение, для них нет Да, труда. да. Так там и сумасшедших больше. О, да. А я люблю такое. Здесь какие-то все Здесь замкнутые, какие-то слишком адекватные все. адекватные, Не чего-то могут фотку все прислать. боятся, фотки мне не присылают. Ну что такое? Да нет, мне кажется, это не то, что боятся, а, не знаю, наверное, больше стесняются. Нет, у нас, я думаю, такая ситуация, что все-таки такой массовый фитнес, он только последнее время начал существовать как Да, явление. когда... Все-таки там больше залов, куда люди просто ходят, чтобы, ну, физкультурой заниматься, просто чтобы Для держать себя в форме. здоровья. Да, у нас И все-таки, знакомиться. да, А почему бы и нет? как бы долгое время была только Спарта, и потом залы, которые открывались, туда все равно контингент ходил, который конкретно за какой-то спортивной целью приходит. То есть человек хочет становую 220, как бы ему вообще не до знакомств в зале. Ну или если он и знакомится, то уже как бы, возможно... Нет, но в зале же девушки с парнями реже знакомятся, чем наоборот. Ну, то есть проявляют инициативу к знакомству вообще. Нет, ну мы сейчас не про инициативу говорим, а вообще про сам факт. Ну, Я думаю, что это за шум такой? Я думаю, это ты делаешь. Жвалами скрежещешь, вот и звук такой странный. Нет, это вот, знаете... Там же дело не в какой-то инициативе, а вообще в самом факте общения. То есть для центральных городов, для крупных городов, там понятно, что это, ну, это какое-то социальное пространство. Там почему бы просто не перекинуться парой слов с окружающими людьми. Там неважно, с девушками или не с девушками. Просто, что ты ходишь и не игнорируешь людей, как будто их просто нет. Там видно, что если человек в наушниках, когда он сосредоточен, это одно. Другое дело, когда он пришел, там водички попил, не тренит нифига. Пришел просто пообщаться, совсем другое В дело. телефоне сидит. Да, в телефоне сидит, фоткает себя в зеркало. Это же тоже такое явление. В целом, мне кажется, мы уже приходим к тому, что у нас появляется культура какого-то базового общения. То есть мы не пытаемся просто игнорировать людей, которые рядом с вами. Ну, я вчера наткнулась на видео в ТикТоке. Парень рассуждает, что как мы раньше жили без 2GIS, ну, 2GIS, вот это вот, как, типа, ты мог подойти к человеку и спросить у него, куда идти. Это же сейчас какой-то некий барьер присутствует у многих людей. Ну да, но, кстати, в центральных городах у меня неоднократно очень смешные ситуации были. Ко мне подходили и спрашивали, как пройти куда-то, потому что очевидно же, что я местный. Нет, я говорил, ну давайте я сейчас в Дубльгисе посмотрю. Открываю, смотрю, ну мало ли, у человека, может, нету там или еще что-то. Он говорит, да, вот я смотрел, вот тут, кажется, вот так надо пройти. Я... Ну, скорее всего, да. Наверное, так оно и есть. Я не знаю почему, но здесь, в Якутске, мне тяжело подойти к человеку и что-то у него спросить или сказать, как он хорошо выглядит. Вот мне понравилось платье на девушке, и я не могу подойти. А в Петербурге там... Ну, в Петербурге ты просто не местная. Ты... Я не знаю, ну просто
И там у людей нет вот этой вот защиты. А что тебе в ответ говорят? Вот ты, допустим, говоришь, у вас прекрасная платьица. А она там, типа, спасибо, я знаю. Нет, это что? Это вообще раскрывается и говорит, спасибо большое, и какой-то взаимный комплимент. Ты такой подходишь к человеку, там увидел что тебе понравилось, такой говоришь, вот у вас прекрасно это. А на тебя человек в ответ смотрит и не может ничего найти не может, и такой, но ему как бы неловко, все-таки ему-то сделали комплимент. Просто сказать спасибо и все. Он такой, ну спасибо, вы... Да и у вас, наверное, что-то тоже хорошее есть. Для меня нет проблемы сказать, как человек хорошо выглядит. Вот ты же правду говоришь? Конечно. А зачем мне? Какая выгода мне от этого? Если тебе человек какой-то сделал комплимент, и ты тоже хочешь в ответ, но ты вот понимаешь, что ты ничего не находишь, и что вот тогда сделаешь? У меня не было таких ситуаций, я поэтому не могу сказать. Саргалана видит красоту во всем. Не обязательно у тебя должна быть взаимная какой-то обмен. Да почему? Ну а как? Ну, у тебя же... Ваня вырос в Табаге, он не понимает, как это так можно лгать людям в глаза. Это же происходит с одной стороны. Вот ты идешь мимо, ничего не думаешь. А тебе не кажется, что это слишком высокомерно? Тебе там говорят, вот вы такая прекрасная, такая, да, спасибо. Ну, не обязательно с такой интонацией. А как ты скажешь? Ой, спасибо. Да, я засмущаюсь, я точно засмущаюсь. Так закрыла лицо ладошками и убежала. Серьезно. Ну, не убегу, но закроюсь. Ну, ты видишь, это же от людей. Ну, я не знаю, как тебе объяснить. Просто... Понятно. А вот представляешь, у тебя такая ситуация, ты такая идешь по Санкт-Петербургу, и там такая девушка идет в платье красивом, и ты ей такая говоришь, вот у вас такое платье прекрасное. Она такая, ага. И ждет от тебя дальше чего-то. И ты такая... Это, наверное, только у Вани такие. Да, что-то ты вообще... Ну, и ты типа такая, ну... Продолжай. Ну и, собственно, и все. Ты такой подходишь к такой девушке и такой говоришь, типа, ой, девушка, вы так сегодня прекрасно выглядите. Она такая, иди нафиг, мелочи нет. Такое уже бывало у меня на этой неделе пару раз. И мелочи так никто и не отсыпал, самое главное. Я не знаю, ну тут... Да это же над этим еще издеваются постоянно, что... Если человек хорошо выглядит, то тогда, что бы он ни сказал, то есть если он симпатичен противоположному полу, что все, что бы он ни сказал, это будет восприниматься в положительном ключе. Ой, он такой остроумный, он такой открытый, там еще. А если он выглядит, ну, так себе, то такая, о, фу, там, какой-то маньяк ко мне пытается подкатить, что за гадость. Если вдруг человек Ты вообще женатый человек, ну-ка. Ну и что? Ну, в смысле... Ну и что, в смысле? А в смысле? Ну какая разница? Ну, допустим, мне если кто-то что-то напишет, мне не важно, как человек внешне выглядит. Мне кажется, больше вот это в отношении девушек срабатывает, что они до себя комплименты и какие-то подкаты, допустим, какие-то недвусмысленные со стороны красивых, богатых, успешных воспринимают в одном плане, а вот от простых там каких-нибудь парней-анимешников они там... Я не люблю анимешников. Вот, сразу, я не люблю анимешников. Мы с Ваней, как обычные парни-анимешники. Да. Когда ты взрослый мужчина, и у тебя в голове... Что, рисованные тянки? Ну, вот это вот все, и я не понимаю этого. Когда с неким фанатизмом еще это происходит. Да, нет, дело же не в фанатизме. В смысле, ты ходишь там в одежде Наруто? Я не знаю, как объяснить. Ну вот Майя меня поняла, все, нам этого достаточно. Что вы неадекваты. Вы заметили, да, сейчас еще такая тенденция, что вот раньше люди, когда знакомились, допустим, такие встретились на улице или там в каком-то заведении, познакомились, заобщались, и раньше там говорили... Ну, давай телефонами там обменяемся, оставь свой номер, то сейчас просят аккаунт от Инстаграм. Ну, естественно, где основная часть общения происходит, там, помните, раньше записные книжки были. Нет, ну, в смысле, телефоны сейчас продолжают быть, ты можешь списаться, там, да, есть же какие-то мессенджеры иные, но нет, сейчас просят обязательные, не обязательно, увидеть, да, чем человек занимается, сразу там, что там, где там, кто там на отдыхе, да? Ученые давно доказали, что люди склонны субъективно воспринимать более симпатичными тех людей, которые считают симпатичными их. Ну, это логично, в принципе. Типа, ты красавица, ты тоже. Ну, это больше именно отношение между мужчинами и женщинами. То есть, если мужчина видит, что девушка к нему какие-то знаки внимания, да, то есть, если он видит, что он ей интересен, она для него тоже становится более интересной. И то же самое наоборот, в принципе.
И другое дело, если человеку вообще без разницы, как бы, и, А соответственно... как мужчины относятся к тому, что когда девушка первая подходит к ним знакомиться? Да мне кажется, сейчас нормально все к этому. Да мне кажется, это всегда нормально было. Всегда? Ну, а что такого-то? Я не понимаю, какая разница, кто кому подошел? Кто кого первого Я увидел? не знаю, ну где-то же это заложилось, то, что мужчина должен сделать Мне кажется, это первый со шаг, стороны и- девушек больше да? заложено, Где-то у нас что, там, да? что мужчина должен делать первый шаг. Нет, я считаю, что это в принципе правильно, как бы все-таки. Потому что мне кажется, я сейчас подойду к кому-нибудь познакомиться, он так посмотрит, типа, это... Нет, Ты ко мне, что ли, подошел? Да, ты ко мне. Господи, как ты осмелил. ну это же межличностное общение, мы все равно же судим о, как ты говоришь, об интонациях, об еще чем. Ты же просто начинала общение с человеком, ну вот как-то так получалось, что ты типа что-то сказала, тебе ответили, и вот вы общаетесь, все. И как бы это нормально, это нормальное человеческое общение. Вот. Ну, ты первая с кем-нибудь заговаривала мужского пола? Очевидно, что да. В Якутске нет, но... Да в смысле в Якутске нет? Как Да нет? потому что, я не знаю, здесь сложно все это делается. Во-первых, потому что город маленький. И что, тебя захейтят сразу? Ну, я не знаю. Смотрите, это мои вон она ко мне тараканы подходила. Первая Да, с людьми да, начинает разговаривать. Серьезно. Тем более у нас места, где мы тусим, там мы и знакомимся, и у нас их мало. И поэтому большая вероятность того, что ты увидишь его тут же через неделю. И... Да мне кажется, сейчас, ну не то, что сейчас, вообще в принципе, из-за того, что у нас город реально небольшой, людей немного, наоборот проще. То, что ты знаешь, что этот человек, скорее всего, чей-то знакомый, и поэтому тебе проще разговаривать с этим человеком. Часто в директе, ну, не то, что часто, но бывают случаи, то, что отправляют: ой, я вас сегодня видел, на-на-на, ну, какой-то делают либо комплимент, либо что, и ты такой... Ну, и ты так... И ты спасибо. понимаешь, что люди тебя видят. Да, но то, Не что... знаю. Нет, то, что легко можно у нас здесь в городе, вот ты увидел человека, и ты можешь его легко найти в инсте, и... Ну, я тебе больше скажу. И в больших городах точно так же происходит, потому что я, когда работал в Москве, тоже были какие-то там вопросы клиентов, нужно было пробить. И абсолютно все легко находится. Соцсетями элементарно ты находишь любого человека, даже в многомиллионном городе. А уж в нашем городе, где 300 тысяч человек, тут вообще всех знают. А что тебе там не узнать? Тебя же он по телевизору показывают. По телевизору. Телевизор. Видно Ну, в всё. смысле, ты снимаешься в передачу, эта передача транслируется. выступаешь на сцене. Ты выступаешь на сцене, что там Ну, тебя не знать? Просто факт того, что ты идешь спокойно себе по улице, по своим делам, а потом тебе приходит сообщение. Ну, что тебя видели? Не знаю. Ну вот Майя опять меня понимает, потому Но- что она девушка. Это каждому человеку будет не совсем приятно, потому что ты понимаешь, что как бы ты не в каком-то вакууме существуешь, что вокруг другие люди, и они тебя видят, и... И опять же, нет, и а тут что, смотри, и нельзя опять мы, заигнорировать, нет, что и ли? опять Да, мы типа, убираемся алло? вот в общении и знакомстве, и потом там бывают случаи, то, что они хотят со мной познакомиться, я говорю: так чего ж вы ко мне не подошли, раз вы Нет, меня подожди, а увидели?» почему тебя так сильно напрягает? Вот кто тебе пишет: я тебя сегодня видел. И ты такой: ну, хорошо, я тебя нет. Ну, потому что... Так вот у меня такая же Ваня, реакция. девушки обычно не пурпурные пояса по джиу-джитсу и не весят А нет, за ну- 80 Нет, вот у килограмм. меня именно такая реакция. Я говорю: ну, окей, и что дальше, типа? Ну, ты просто можешь ответить ок. И типа, что Ну, это? я так и И делаю. все. Ну, Ну и... А Ну, там а- вообще человек с самыми позитивными намерениями. Просто он там не знал, как к тебе написать, как к тебе обратиться. И он такой: тема. И такой: я тебя вот сегодня видел. И ты такая: ок. И он такой: все. Высокомерная. Все, через годик Напишу в напишу. группе. Сразу понятно, с короной. Вот, и это тоже Этой. ужасная, Стереотип. да, стереотип, то, что... Что вот- если девушка не хочет с тобой общаться, то... Нет, или просто У неё и корона. ты идешь с каменным лицом там, или... Ну да, это самое смешное, я говорю, это самое угарное вообще, с чем я сталкивался всегда, то, что я ни с кем особо, ну, то есть с кем я общаюсь, с тем я общаюсь, а потом какие-то люди, с которыми я словом не перемолвился, выясняется, Делают какие-то что, выводы, что да. они говорят: да он же какой-то там надменный, какой-то высокомерный. В смысле, чувак, я тебя даже не Умничает. знаю. В смысле, я с тобой в буквальном смысле словом не перемолвился, а ты делаешь какие-то выводы по поводу меня. Ну, меня это еще задевает, потому что, ну,
я считаю, что вот кто-кто, я абсолютно как бы лишен вот этого Высокомерия? какой-то короны, да, что я там с кем-то могу надменно разговаривать. Я всех людей стараюсь ко всем одинаково относиться, вне зависимости Ко от всем того... надменно. Ко всем одинаково надменно, да. И когда мне начинают говорить, вот ты там что-то это... Я со всеми разговариваю. Я никогда, кстати, не пишу людям ок. Я, в смысле, если человек потратил время, чтобы что-то мне написать, я стараюсь ему ответить, кроме сегодняшнего сообщения. Ну, например, я тоже часто сталкиваюсь с такой ситуацией, то, что люди говорят, что я думал до того, как мы с тобой там перемолвились. Да, то, что... и вот это вот минус маленького города, то, что люди о тебе знают, люди тебя видели, но они делают какие-то ошибочные выводы, потому что они с тобой не общались, но при этом эти выводы идут как-то, передаются из уст в уста, и потом ты выясняешь, что 20 человек считают, что вот у тебя какие-то отрицательные качества присутствуют, да, а ты на самом деле, ну, ни с кем из них не общался по факту. Новая рубрика «Анализ Инстаграма». Возьмем аватарку. Это же аватарка, это с нашего же... Да, это Майя по работе фоткала, то есть это... Что ты такой серьезный? Это фотография на работу. Кстати, вот... Ну, потому что я старый уже, поэтому да серьезно. Нет, нифига! Если вы видели этого человека, то это не я. Вот если бы ты со мной фоточки выкладывал, где мы с тобой в носу ковыряемся и валяемся... Так, ну я там отмечен же на этих фотках. Однажды император велел знаменитому художнику. Ну это же прикол. Отправил однажды китайский император. Ну да, ну в смысле, это прикол на эту же тему. У меня вообще нет короны, все простые про императоров. А вы знаете, что вся королевская кровь во мне. Да, собралась. Ну, сразу видно, что человек очень... Серьезный. Нет, не серьезный, а именно... Не знаю. Мне вот это интересно, когда... Вот ты серьезный. Вот все думают, что ты серьезный. Закрыто! Она-то и закрыта. Поэтому все думают, да у него даже аккаунт закрытый. Нет, никаких. Нет, ну покажи этот. Здравствуйте, вот сижу. Вот смотрите, вот почему я серьезный. Вот, например, мне говорят, вот ты серьезный. А я почему? Нет, это первая же фотка. Все только первую смотрят. Нет. Вот ты листай, там я есть улыбающийся. Пожалуйста. Улыбаться очень несерьезно. Где Майя просто сказала, Вань, ну улыбнись. Нет, вот это самое непостановочное из всего, что здесь есть. Ну это классная съемка, мне нравится. И вот... Это тоже мне очень нравится. Это что? Почему ты не выкладывал? Вот. Блин, очень красиво. И все таки Они запилили видео, где они просто про себя... Я хочу уличный этот... Оп, улыбочка, оп, вторая. Что? Что? Тут реально... Майя, ну смотри, ну как будто типа... Нет, мой вообще... Да. Ну я не знаю, как прокомментировать, опять-таки, да, сложно. Покажи мне, я не видел. Ну, значит, здесь она любит на пляж ходить. На песке стоит, тут она на полу стоит. Ну, она, в принципе, стоять любит. На самом деле, смотришь на страницу Саргалан, на ее фотографии, я бы не сказал, что она там надменная или все по стандарту. Нет, это ж ты надменный. Это я надменный. Нет, не Саргалан. Да, я настолько надменный, что... Ну, не знаю, а что... Ему нельзя говорить. Нет, вот ты же говоришь, что там на тебя, когда люди со стороны смотрят, думают, что ты там... У тебя там покерфейс всегда, и ты такая там... Стервозный взгляд. Ну, я уже рассказывал про это, что есть в английском прям такой термин resting beach face, то есть расслабленное, не очень хорошее лицо. И у очень многих людей есть действительно такая, ну, я не знаю, это проблема или это просто особенность, когда ты просто о чем-то своем думаешь, идешь, у тебя абсолютно нейтральное лицо, но со стороны кажется, что у тебя оно какое-то агрессивное, недружелюбное и так далее. И, в общем-то, это у очень многих людей, ну, не знаю, в России это однозначно так. То есть очень часто можно видеть, что человек идет, ну,
как будто бы реально очень чем-то недовольный, но когда ты ему что-то говоришь там или шутишь или еще что-то, он сразу начинает улыбаться. То есть видно, что, ну, он нормальный, просто вот у него реально в состоянии покоя вот такое выражение лица. И об этом всегда на самом деле нужно помнить, потому что очень часто еще люди говорят, вот у нас все ходят мрачные, злые, кругом злые люди, кругом злые люди. Но на самом деле вы просто себя... Не видели со Да, стороны. вы себя не видели со стороны. У нас у всех просто в расслабленном виде, возможно, не самое дружелюбное лицо, потому что мы все-таки живем в холоде, у нас тут, может, мышцы как-то Ну просто если я формируются. буду идти такая И на улыбаться, позитиве, да. тут Все подумают, так говорят что... именно в России, что если ты будешь идти и улыбаться, все подумают, что у тебя не все дома. Да, Что да, ты, да. Алёшенька. Да. И вот с Запада ребята всегда говорят, да даже и с Востока, то есть у меня друзья китайцы тоже говорили, что ну вот в России все люди какие-то мрачные, злые, никто не улыбается. Хотя в других странах абсолютно открыто может идти человек улыбаться, и ты не подумаешь, что у него что-то не в порядке с головой. Я думаю, что мы все-таки сейчас судим о каком-то все равно уходящем, я надеюсь, времени, потому что сейчас люди все-таки более открыты, склонны выражать свои эмоции открыто, потому что об этом же еще и люди, которые психологией занимаются, говорят часто, что нужно улыбаться, не нужно скрывать свои эмоции. Если ты радуешься, радуйся, показывай это. А Это если Если нормально. сейчас я нравится. вот так радуюсь, типа, надо прям вообще ультра радоваться, чтобы у меня там улыбка от уха до уха была. А если мне и так, ну, в принципе, я в радостном настроении, все хорошо, я иду, но при этом я не улыбаюсь, типа, ну, что поделать, вот такой вот я человек. Вот такой вот я человек. Мне еще нравится то, что сейчас за счет социальных сетей люди начали говорить о своих проблемах, о своих именно личностных переживаниях, что у них происходит, и потом люди не только хорошие вещи говорят, но и плохие, и потом находят какие-то Компромиссы или общие вот эти вот переживания между людьми, и легче выходить из этого. Ну да, как некая форма терапии. Да. Конечно, это все полезно, это нужно, потому что чем больше человек замалчивает, тем больше аукается это ему с точки зрения психологического здоровья. И об этом сейчас говорят вслух постоянно, и это здорово. Конечно, встречаются перегибы постоянно, опять-таки, но в целом тенденция скорее позитивная. Знаете, что я хотел бы о социальных сетях еще сказать? Вот сейчас же популярен ТикТок, и вот эти видео, которые коротенькие снимают. И меня Все это поняли, что да, это TikTok. да, и меня вот немножечко пугает. Я не понимаю вот этого. Нет, Это знаете что что? вообще? Когда на улице ты идешь, и вокруг тебя люди снимают, они уже настолько как-то абстрагированы, что они что-то там делают, и это выглядит немножко как-то по-сумасшедшему. А некоторые настолько заморачиваются, вот свидетелем был, то есть мы идем в Москве по Никольской улице, и там девушка, она прям вот на нас движется спиной, то есть она пятится и в нашу сторону спиной, что там размахивает, ее снимают, она чуть в нас не врезается, мы ее огибаем. И они там, смотри, что получилось, ой, как круто получилось. Следующее видео, там возле лавочки девочки тоже поставили телефон, что-то они отплясывают. Чуть поодаль девушка, она принесла с собой целый гардероб. То есть у нее там на улице, у нее там вещи, там, в сумке. Ты это говоришь к тому, что ты не понимаешь? Я не понимаю, это какая-то... Ну ты старый, потому что я, например, вообще спокойно снимай, делай что хочешь, Нет, хоть голый танцуй, вообще Ну, ничего ты не же скажу. находишься не где-то там в каком-то... А люди кругом Да, а люди смотрят. ходят... Это ты Ты там машешь, где-то скачешь. там у себя сидишь в комнатушке и не понимаешь, мир поменялся. Сейчас Старик, люди- То мир есть поменялся. Вести себя таким образом... А что они среди- сделали? Они снимают ТикТок, они хотят залететь в реки, они что-то делают, почему нет? А если это другим мешает? А как оно тебе мешает? Ну вот смотри, опять девушка идет, пятится, она не замечает, что вокруг Ну происходит. так ты-то Она может- видишь, что она делает. Вот Так именно, то отойди. есть я должен следить за тем, чтобы она, например, в меня не влетела. Ну, вдруг у нее Справедливости задумка ради- видео такая, чтобы идти по Никольской улице назад и да, столкнуться с Не, ну человеком. справедливости ради вообще многие люди лишены вот этого пространственного мышления, и даже не снимая ничего, люди ходят, бортуют всех, врезаются и переграждают дорогу, и это, конечно, никому не нравится. Ну,
с ТикТоком, наверное, в меньшей степени это связано. Сейчас такое, если ты чуть-чуть помониторишь эту социальную сеть, посмотришь, что там У происходит. всех одно и то же? Нет, у тебя У всех подборка одно и то же. плохая. Нет, ну смотрите, выходит какой-нибудь ролик, вот это вот тоже мне непонятно. Выходит один ролик, какая-нибудь девочка снимает какое-то кривляние под какую-то песню. Определенный момент, определенные движения. И все начинают Ну, это челлендж. повторять. Да это не челлендж, это даже... Это просто Как до начинается него донести? копирование друг за Кто в другом. теме? Майя, ты в теме Что за ТикТока? челлендж? Нет, я понимаю, раньше говорили там, вот челлендж, давайте все передают тому, всему, сделать тоже. Нет, сейчас все просто копируют друг друга. Какие-то постановочные ролики, одни и те же. Какие-то... раньше в аншлаге эти анекдоты показывали, между прочим. Сейчас Ты как их мамка, которая... Нет. Пускай батя базарит. Притом, раньше вот эти вот шуточки тупые, наигранные, ванильные, это, блин, в аншлаге показывали, чему ты не веришь. Сейчас это молодежь снимает одну и ту же ситуацию, они переигрывают по-разному, и разные люди. И все это выкладывается и заходит так, как будто они какое-то произведение сделали. Просто видишь, Отстой. например, у меня такая позиция, если тебе не нравится, не смотри. Так я и не смотрю. Ну ты же знаешь. Не, просто это почему непонятно. это тебя так выводит? Нет, мне это непонятно. Я Не говорю, почему агрессируй? люди это Что делают? за токсик? Я агрессирую? Ты Понятно, такой абьюзер. серьезный? Да, серьезно. Арбузер. Арбузер. Нет, А? мне непонятно. Вот Мне зачем? не- Объясни мне. Нет, на самом деле ТикТок же сейчас стал получше в этом плане. Это раньше он как бы из себя откровенную помойку представлял. Сейчас-то А сейчас ну, ты там... в плане контента там лучше стало. Нет, то, что туда добавляется, что там есть какие-то обучающие видео, там более интересные. Там, Я очень долго сопротивлялась ТикТоку. Вот все, когда у нас вот эта волна пошла, и все говорили, о, ТикТок, ТикТок, я такая, что? Я никогда не буду смотреть, я не TikTok. буду... А сейчас смотришь? Я смотрю. Я не снимаю, конечно, но смотрю. Для меня это сложно снимать, я не догоняю многих вещей, но Каких смотреть... ты вещей? Я думаю, А ты же вот. молодежь, тут все знаешь. Я не знаю, ну, типа, у меня нет потребности снимать. Смотреть мне нравится. Одно и то же? Да там не одно и то же. Нет, вот давай коснемся того, что одно и то же снимается. Вот тебе не кажется это забавным, ну и непонятным? Так ты же... какова вероятность, что ты попадешь в реки со своей вот этой вот штукой? Там все разное. Все разное. О, Вот моя все любимая. разное, да? Обожаю его. Проблема, о которой ты сказал, Ваня, это все-таки больше... Она возрастная. То есть... Да я не думаю, что это проблема. Мне просто... Ну, согласна да, это с не тобой. проблема, это явление. Просто Оно тебе связано с возрастом. тяжело пока понять. Нет, поменять я не своё- прав, если что, не про Ванин возраст сейчас. Да ты, Ваня, ты старый. Про старого агрессивного человека, которому не нравится Я говорю TikTok. про то, что реально ребята, школьники, ну, о чем им? Ну, у них пока еще поиск происходит. Я говорю про то, что сейчас они друг друга вот в этих маленьких Они нарезках копируют друг друга. копипастят друг друга, и это выдается как-то за что-то, типа, за какое-то новшество. Просто дети играют. Дети развлекаются. Дети играют. Более проще относись, и все. Так я не отношусь к сложной, я просто не понимаю. Диалог с батей. Я просто не понимаю, почему ты работать не можешь нормально? Ты вообще что собираешься с жизнью-то делать? Ты же на ТикТоке заработаешь. Межличностное общение — это в маленьком городе одновременно и более простая штука, и в чем-то сложная. Я считаю, что все-таки в маленьком городе и жить, и общаться с людьми комфортнее. Но лично для меня, это только мое мнение. Вот. Кому-то не хватает раздолья, кому-то хочется, чтобы обязательно было 15 миллиардов человек. Но все же упирается в то, что ты находишь людей, с которыми тебе хочется общаться, и ты общаешься в основном только с ними. И, наверное, только на это и стоит обращать внимание. То есть какие люди тебя окружают, а не то, сколько миллионов людей вокруг тебя ходит, и как они на тебя смотрят. Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь собой. И не бойтесь говорить друг другу комплименты на улице. Да. Неважно, мужчина вы или женщина, если они идут от вашего сердца с чистотой. Я не знаю. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите нам о том, что бы вы хотели услышать в следующих выпусках. Комментируйте. А может, мы скажем, кто у нас следующий гость? А наш следующий гость... Тихо, тихо, не говори, не болись. С вами были Ветви. Всем Всем пока. Пока-пока. Так, теперь мне надо